Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Получить прививку и сразу пройти перепись. Дни активной вакцинации объявили в Нюрбе по инициативе районного оперштаба. Электронный формат показал эффективность. Продлена возможность пройти перепись населения через портал госуслуги. Наступивший ноябрь должен быть теплее, чем в предыдущие годы. Прогноз погоды на месяц озвучил народный синоптик Тарас Тарасов-Тусков. На прежнем уровне остается уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии. За последние сутки 292 человека заразились ковидом, из них в Якутске 145, сообщает оперштаб. 15 случаев заболевания выявили в Мирнинском районе, 14 в Алданском, 10 в Кангаласском, 9 случаев в Мегино-Кангаласском районе. В Жиганском, Нерюнгринском, Алекминском, Оленёкском районах по 7 заболевших, еще в 14 районах от 2 до 6 заражений ковид. На брифинге по эпидобстановке вице-премьер Ольга Балабкина подчеркнула, что наибольшее количество случаев заболевания в республике фиксируют из-за семейных очагов. Кроме того, напомнила о необходимости получения QR-кода. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, сегодня мы понимаем, что после 8 числа мы установили определенные правила, в соответствии с которым указом главы Республики Саха-Якутия определено о том, что в торговые центры, в большие места массового скопления граждан проход будет осуществляться только на основании QR-кода. Что сегодня из себя представляет QR-код? Это то, что выдает наша непосредственно медицинская организация через систему госуслуги для того, чтобы можно было беспрепятственно проходить в случае, если вы провакцинирован или переболели в течение 6 месяцев. Поэтому просим с пониманием отнестись к необходимости соблюдения этого правила. Это даст здоровья нам всем. Дни активной вакцинации объявили в Нюрбе по инициативе районного оперштаба с 1 по 5 ноября. В 3 точках с 9 до 17 часов работают пункты бесплатного анализа ИФА и вакцинации. Ежедневно люди активно приходят получать заветную вакцину. На сегодняшний день в районе первым компонентом привито более половины взрослого населения. Прошли полный курс вакцинации 49,5% жителей. Также в Нюрбе организована мобильная бригада, которая проводит вакцинацию на дому. Кроме того, в дополнительных пунктах работают переписчики, поэтому жители Нюрбы в одном месте могут вакцинироваться и принять участие в переписи населения. Для того, чтобы мотивировать граждан на получение вакцины против новой коронавирусной инфекции, решением оперативного штаба района было принято решение о проведении бесплатных тестов ИФА на наличие антител к новой коронавирусной инфекции, так как большинство населения, которое осталось привить от новой коронавирусной инфекции, хотели узнать свой иммунный статус на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. То есть анализы проводятся бесплатно только для тех лиц, которые ранее не были привиты. В эти нерабочие дни республиканский волонтерский штаб помогает пожилым людям, доставляют продукты питания, помогают добраться до медучреждений столицы. Подробнее о работе столичных волонтеров в материале Дмитрия Тымырова. Штаб волонтеров слушает. Каждый день Ирина принимает звонки. В дни локдауна многим нужно помочь приобрести и доставить продукты питания и лекарства на дом. В основном в помощи нуждаются пожилые люди. Тех людей, которые нам звонят, мы у них спрашиваем фамилию, имя, отчество. А также телефон, с которого нам звонят, потом адрес проживания. И потом мы спрашиваем, что они хотят у нас, что они хотят, чтобы мы привезли им, там хлеб или что-то еще. Звонков пока не так много, порядка 10 в день, но работы хватает. Помимо доставки продуктов первой необходимости, волонтеры перевозят и самих пожилых людей, например, на вакцинацию в медучреждения. Поэтому сегодня штаб особенно нуждается в волонтерах с собственным транспортом.
Есть волонтеры, которые помогают на своем транспорте, да, сопровождать пожилых на вакцинацию. И в районах это уже рабочее население, молодежь, которая не остается в стороне. Ну и сейчас особая потребность, конечно, нуждается в автоволонтерах. У людей, которые есть машины, могут присоединиться к нашему движению, тоже помогать по заявкам, чтобы быстрее заявки выполнялись. И сопровождались пожилые люди на диспансеризацию, либо на вакцинацию, получается. Волонтерский штаб был открыт в марте 2020 года. За это время здесь обработали более 40 тысяч различных заявок. Были привлечены 7 тысяч добровольцев. Штаб расположен, как и прежде, на Орджоникидзе 10. И все желающие присоединиться могут смело подходить по указанному адресу. Либо написать в социальной сети Instagram «Добро ЕКТ». А вот заявки, чтобы вам помогли, можете подавать по номеру горячей линии. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. К другим темам. Возможность принять участие во всероссийской переписи населения на портале Госуслуг продлили до 14 ноября. Более 63% россиян приняли участие в переписи. Это около 90 миллионов человек, сообщили в Росстате. Изначально онлайн-перепись на госуслугах планировали завершить 8 ноября, а до 14 переписать население только с помощью переписчиков. В Росстате сообщили, что предложение о продлении онлайн-переписи до 14 ноября было озвучено и поддержано на совещании у первого вице-премьера России Андрея Белоусова. На месте ремонта проспекта Ленина в Якутске ведут археологические раскопки. Перекопав дорогу, подрядчики обнаружили человеческие останки. Тогда реконструкцию приостановили. Начало работу следствие. К исследованиям территории приступил Департамент по охране культурного наследия республики. О деталях раскопок расскажем далее. Неожиданная находка застала врасплох дорожников. 28 октября во время ремонта проспекта Ленина подрядчики ожидали увидеть под землей что угодно, но не человеческие кости. Реконструкцию сразу приостановили, участок огородили, а следователи изъяли останки на судмедэкспертизу. По идее, вот эта вся территория площадь Дружбы, да, там вот Троицкий собор и так далее, вот сзади это все территория выявленного объекта Ленский острог. Границы его были определены уже где-то в 2016 году приказом Министерства культуры. Те работы, которые здесь проводятся, они не затрагивают, поэтому там раскопки требовать не будем. Ценность она может представлять, если рядом есть какие-нибудь другие археологические предметы. Грубо говоря, это может быть нательный крест, это может быть одежда. То есть это с точки зрения истории, это покажет, как люди одевались в середине 18 века. Теперь определить ценность останков предстоит Департаменту по охране культурного наследия республики и археологам. По предположениям историков, именно здесь стояла Тихвинская церковь 1740 года постройки. И, возможно, обнаруженные кости – остатки погоста. Ну и мы предполагаем, что там появился погост. Ну, как это в то время было принято, возле храма хоронили в первую очередь самых уважаемых, самых достойных людей. Вот если бы можно было найти надмогильные какие-то сооружения или плиты надмогильные памятные, то здесь уже сейчас это не получится сделать, потому что верхний слой-то уже снят. И поэтому что здесь было, сложно сказать. Поэтому мы только дошли вот до уровня, мы находимся на уровне верха этих погребальных камер. Главстрой впредь будет при реконструкции и капремонте магистралей исследовать территорию совместно с археологами, чтобы исключить возможность повреждения ценных захоронений. Мадина Халикова, Иван Яковлев, Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Идем далее. В творческом пространстве «Космос» имени Юрия Гагарина начинает работу персональная выставка известной художницы, заслуженного деятеля искусств республики Туяры Шапошниковой. Сейчас в Центре современного искусства находится моя коллега Марферина Алексеева. Марферина, приветствую. Расскажи о выставке. Сколько картин представлено? Приветствую, Сергей. Всего на выставке представлено 34 картины, исполненные в разной технике и написанные в совершенно разные периоды, творческие периоды Туяры Шапошниковой. Хотелось бы отметить, что выставка называется «Знакомая синяя птица». Название выставки. Основная задумка художницы – это вызвать у зрителей размышления на тему счастья и подтолкнуть к поиску радости. В условиях новой реальности, да, не секрет, что искусство несет терапевтический эффект и стоит на страже у эмоционального здоровья
Поэтому в дни вынужденной изоляции многие сталкиваются с волной таких разнообразных эмоций, да, не всегда позитивных, и постоянной сменой настроения. В такие моменты искусство может помочь в любых своих проявлениях, например, созданием и созерцанием, либо даже созданием через восприятие созерцания. Сейчас нам предоставилась возможность пообщаться с автором данной выставки, художницей Туярой Шапошниковой. Мы постараемся рассказать и показать, как можно размышлять и познавать себя на примере одной картины. Туяра Ефимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте попытаемся продемонстрировать вот на примере одной картины, как можно себя познать и прийти к позитивному мышлению. Да, здравствуйте еще раз. Вот на этой картине одноименной, да, с выставкой «Знакомая синяя птица» я хотела показать ощущение такой радости бытия, да? Независимо, где мы находимся, или в путешествии, или мы дома у себя, или мы находимся на природе. Вот. В этой картине, ну, буквально изображена эта птица, но я ее в свое время задумала еще где-то в 2018 году после путешествия по Европе. И в те времена, если вы все вспомните, да, мы жили немножко такой отложенной жизнью, да, то есть мы всю зиму там планируем, как проведем мы лето, куда мы поедем отдыхать, там путешествовать, там копили деньги, да, и вот наконец наступало лето, и мы, значит, находили вот эти вот острые ощущения радости, да. Сейчас наше время все немножко изменилось, не то чтобы изменилось, все встало на свои места, да, что, в принципе, нужно жизнь ощущать, ну, в таком потоке, да, и вот эти ощущения, ну, вот как бы мы должны воспитывать в себе именно ожидание вот этого радости и счастья. Не потому, что мы должны такими какими-то быть блаженными, да, и радоваться зеленой траве, а именно воспитывать ощущение какого-то интересного события или даже каких-то уже знакомых вещей. Вот почему знакомое? Знакомое, потому что человек, любой человек так или иначе испытывал это чувство счастья и чувство радости. Даже самый, может быть, такой, казалось бы, ну, не очень везучий человек, но он все равно это испытывал. Вот. И поэтому эти воспоминания, эти ощущения, они должны быть привычными, да, даже в каких-то мелких, ну, деталях нашей жизни, да, ну, пусть это будет там, я не знаю, ваша семья, какой-то поток каких-то будней, да, но очень много хорошего в этой жизни есть. Поэтому сейчас актуально, именно актуально сосредоточиться и быть более бережным к себе, не в плане того, что вот береги себя, а бережным именно к своим ощущениям, да, осознанно воспринимать реальность именно с точки зрения радости. И вот я как художник хочу сказать, что для меня это очень важно, потому что я вот теперь стараюсь именно специально, осознанно воспитывать в себе это чувство, потому что раньше я была более критичной, более, скажем так, ставила оценки себе, людям, да, каким-то событиям. Мне хотелось чего-то большего, более там интересного. А теперь я хочу, чтобы это было все в потоке. Ну и вот хочется отметить то, что зрители, которые сюда придут, они заметят здесь такую очень необычную композицию, да, такая фотозона, которая также была исполнена вами. Вот очень коротко, в 2 словах, что несет эта композиция? Ага, ну, мы находимся в пространстве космос. Вот именно слово «космос» произвело на меня впечатление на создание именно монументальной композиции. И она получилась очень интересная, потому что я тоже делала ее в потоке жизни. Я не знала, как она будет выглядеть изначально. Но в итоге получились очень такие интерактивные вещи. Например, вот эти отдельные детали, которые можно двигать самому посетителю, да, и создавать свои какие-то композиции и получать удовольствие уже от процесса.
Это очень интересно. То есть человек сам может прийти и создать свою композицию на фоне такого ультрафиолета, да? Да. Ну, спасибо вам большое. У вас потрясающая выставка и работы. Спасибо. А я хочу напомнить, что выставка продлится еще примерно 2-3 недели. Вход стоит 150 рублей, неограниченного возраста. То есть самое главное иметь QR-код. Ну, на этом у меня все, коллеги. Марферина, спасибо. Мы продолжаем выпуск. Детеныша фламинго обнаружили на территории Чаендинского месторождения в Ленском районе республики. Птенца нашли на трассе работники одного из участков. По словам нашедших, у фламинго ранено крыло. Завтра его вывезут в зооуголок Ленска. Напомним, 2 года назад фламинго находили в Нюрбинском районе озера Былах. Как объясняли орнитологи, необычные для Якутии птицы оказываются в республике во время осенних и весенних миграций, сбившись от стаи. В завершение о погоде. Наступивший ноябрь будет теплее, чем в предыдущие годы. Так предсказывает народный синоптик Тарас Тарасов-Тускул. В первой декаде ноября в большинстве центральных районов днем температура воздуха будет -7, -10, ночью 15-18 градусов ниже нуля. Обещают много снега. Во второй декаде также ожидаются осадки. Днем температура воздуха около -15, -22, ночью -25, -30 градусов. И только в конце месяца похолодает до -35. По прогнозу народного синоптика, в Вилюйской группе и юго-западных районах ноябрь тоже будет теплым. Средняя температура днем -12, -18, ночью -16, -18 градусов. Даже на полюсе холода особых морозов Тускул не предсказывает. Где-то средняя температура в центральных улусах будет 20 градусов в ноябре в основном, а в конце 30. А северный улус, это Оймякон, Верхоянские, тоже 35-30 градусов будут в среднем, а в конце месяца только 40 будет. А остальные улусы, это где Калман-Дигирская зона, арктическая зона, это где-то средняя температура будет только 20 градусов, тоже в конце месяца будет всего 30 градусов. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.